Продолжаем рассказывать о самых заметных событиях. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Какие изменения произошли в жизни жителей Арктики из-за пандемии коронавируса? Озвучим результаты исследования. Тем временем число новых случаев COVID-19 в Якутии продолжает расти. Ведется мониторинг цен на лекарства в аптеках. Куполам в православных храмах уделяют особое внимание, даже цвет имеет значение. Наши коллеги разбирались в теме. Власти намерены упростить требования по инвестициям для небольших IT-компаний в Арктике. Об этом сообщил первый замглавы Минвостокразвития России Александр Крутиков. Чтобы снять ограничения к налоговым льготам в Арктике, небольшим IT-компаниям в ведомстве готовы исключить требования инвестировать в недвижимость. Его планируют заменить вложениями в нематериальные активы, отметил Крутиков. По его словам, власти готовы уточнить правила предоставления субсидий на строительство, включив в ее периметр телекоммуникационную инфраструктуру. Напомним, Владимир Путин летом подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных километров. Вообще, к Арктике и ее жителям сегодня приковано особое внимание, причем изучение северных территорий идет сразу по нескольким направлениям. Например, недавно российские ученые решили провести масштабное социологические исследования, которые выяснили, как пандемия коронавируса повлияла на жизнь в арктических регионах страны, рассказывает Максим Кардозу. Концепция развития Арктики до 2035 года приобретает все новые грани. В работу включились ученые. Впервые за долгие годы начинают проводиться масштабные социологические исследования в северных регионах. Главными заказчиками подобных научных экспедиций являются горнодобывающие компании, которые собираются осваивать новые месторождения в Арктике. Исследования такие были уже проведены в Анабарском, Момском, Среднеколымском районах. По результатам собранным все мнения местных жителей, они передаются компании для того, чтобы помочь компании быть социально активные, социально ответственные и решать какие-то конфликты заинтересованных сторон для промышленного освоения арктической территории. Социсследования проводят не только промышленные гиганты. Северо-Восточный федеральный университет недавно выделил грант, чтобы узнать, какие изменения произошли в жизни жителей Арктики из-за пандемии коронавируса. Ученые выяснили, что об опасности COVID-19 в Заполярье хорошо знают. Столкнулись они и с ограничениями. Но среди неудобств выделяют и плюсы. Респонденты говорят, что к ним меньше приезжают, им от этого лучше. Но это действительно так, их жизнь, она идет по размеренному, какому-то понятному им распорядку дня. Улучшается экологическая ситуация. Около 1%, вот в последнем социсследовании встречалось людей, которые говорили, что тундра их спасет от всего. Любые исследования в Арктике сопряжены с трудностями. В первую очередь это логистика. И даже в условиях пандемии, когда опросы проводятся онлайн, в Заполярье такой процесс тоже может превратиться в испытание. Не везде доступен интернет. Но эксперты уверены, социсследования в Арктике необходимо продолжать, ведь это поможет сделать жизнь на севере лучше. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Новые федеральные авиационные правила, утвержденные Министерством транспорта, смогут дать толчок развитию малой авиации в Якутии. Об этом сообщил председатель Ассоциации малой авиации региона Иван Лукин. Новые правила, вступающие в силу в начале следующего года, разрешают перевозить на легких самолетах и вертолетах больных, медгрузы и персонал. Также вести разгрузку и погрузку, проводить ледовую разведку, искать пропавших людей, вести отстрел волков. Заказчиками могут выступать как частные компании, так и региональные власти. Основная цель была, чтобы именно обеспечить транспортную доступность и обеспечение продуктами, товарами и грузами и так далее наших отдаленных услугусов. Потому что раньше категорически запрещалось, допустим, из районного центра, привезли картошку, дальше уже надо было только машинами. Сейчас можно уже теплый самолет, можно и взять его, и всех развезти, можно лекарства оперативно доставлять, фрукты, овощи и так далее. 210 новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в Якутии. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе ежедневного брифинга.
Больше всего заболевших в Якутске – 122 человека. Среди районов наибольшее число случаев выявили в Алданском улусе – 11 и в Сунтарском районе – 8. В районах создана система для лечения коронавируса, больницы оснащены аппаратами ИВЛ, оборудованием и лекарствами. Мониторинг по их наличию и койкам проводится 1 раз в сутки, сказала она. Практически все аптеки республики, как частные, так государственные, так и муниципальные, сегодня пополнили свои запасы в части имеющихся в Российской Федерации лекарственных препаратов. И на настоящий момент особое внимание мы уделяем контролю за ценами на лекарственные препараты для того, чтобы не было злоупотреблений со стороны именно аптечной сети в целях того, чтобы обеспечить гражданам соответствующее лечение. А районная администрация Ленска активно закупает средства индивидуальной защиты. Из местного бюджета на эти цели выделено порядка 700 тысяч рублей. Закуплено 2000 одноразовых масок, 2000 перчаток, такое же количество бахил, 500 масок с забралом, антисептик. На заказ новосибирской фирмы изготовлены для Ленска одноразовые комбинезоны. Буквально на днях ожидается поставка еще одной партии защитных средств. Нам уже отгружают с новосибирской фирмы также СИЗы, приобретаемые у тех же самых компаний ID-Мира. В двойном количестве получается маски одноразовые, это 5000 штук, 4000 перчаток, 4000 бахил. На сегодня пока вот у нас такие запасы. К другим темам 8 брендов представила Якутия на конкурс «Вкусы России». Это якутская рыба, жеребятина, масло из молока якутской коровы, ягоды, а также алёкминский сыр и напитки, тонизирующий напиток с экстрактом пантов северного оленя, холодный таежный чай, охота и рыбалка в Якутии и квас якутский. Конкурс «Вкусы России» проводится для выявления перспективных региональных брендов продуктов питания, их популяризации и развития экспортного потенциала. Победители конкурса будут включены в комплекс мер Министерства сельского хозяйства России, направленных на увеличение спроса и продаж региональных брендов. Победителей в декабре выберет конкурсная комиссия. Участие в конкурсе позволит нашим производителям выйти на российский рынок. Наша цель – познакомиться с многообразием вкусов и показать потенциал наших продуктов питания. Ведь экологически чистые якутские продукты не только вкусны, но и полезны для здоровья. Победителей в декабре выберет конкурсная комиссия. Помимо этого, с 19 ноября по 2 декабря 2020 года на официальном сайте конкурс «Вкусы России РФ» будет объявлено народное голосование, в рамках которого каждый житель России сможет поддержать любимый региональный бренд. Дорогие жители и гости нашей республики, просим активно поддержать наших производителей. Настенные часы в подарок от главы Алдана получили сотрудники детской городской библиотеки. Символический презент стал финальным штрихом создания уюта. Обустройство библиотеки в прошлом году, отметившей новоселье, завершилось. Залы укомплектованы новой мебелью и техникой. С новинками и новшествами ознакомилась Татьяна Вахнина. Дарю вам часы, чтобы время только шагало в будущее. И вперед, Татьяна Ивановна. Только вперед. Да, только вперед. Настенные часы в подарок коллективу детской библиотеки от главы города стали своеобразным венцом обустройства читальни. Напомним, в прошлом году библиотека переехала в новое здание. Мебель и оборудование приобретались постепенно на деньги, выделяемые из муниципального бюджета. В центре абонемента размещен весьма необычный стеллаж. Прямо в середине книжных полок располагается иллюминатор – кресло для чтения. Ребята приходят, снимают обувь и даже присаживаются, и с ножками можно даже здесь посидеть и почитать любой журнал или книгу. Очень удобно. Релаксация такая небольшая получается у детей. Чудесную сказку напоминает абонемент для самых маленьких посетителей библиотеки. Столик-ромашка, стеллажи в виде елочек и паровозика восхищают даже взрослых, а малышей, уже научившихся читать, в не меньшей степени привлекает выставка книжных новинок. У нас поступили книжные новинки. Это Олег Рой «Долгожданные джинглики». Это у нас Холли Веб про щенят и котят. И также Бэроу «Мой маленький пони». Наиболее массовую категорию читателей составляют подростки. Фонд абонемента для старшеклассников наиболее многочислен. Он включает как программную, так и художественную литературу.
Тем более такой возраст становления, да, когда характер вот меняется, когда нужно поговорить с подростком, направить его, то есть нужную литературу подобрать. То есть дети ходят обязательно каждый день. Либо что-то я им советую, либо они приходят с запросом с каким-то определенным. Ну, увидели фильм, да, решили прочитать книгу. Сегодня рефераты и научные работы пишутся не только с опорой на литературу. Часть информации современные школьники и студенты берут в интернете. В читальном зале имеется компьютерный класс. Нововведением в библиотеке стало открытие взрослого абонемента. В это подразделение перешли книги бывшей ранее самостоятельной библиотеки семейного чтения РЛ. В картотеке взрослого абонемента почти 700 читателей. Залы детской библиотеки теперь современные и комфортные, а у сотрудников в планах приобретение интерактивной доски и обновление компьютерного класса. Татьяна Вахнина, Алдан. В Израиле нашли один из самых древних христианских храмов. Его обнаружили на севере страны, в живописном заповеднике. Археологи предположили, византийскую церковь построили в V веке нашей эры. Среди интересных находок частички мозаичного пола, камни с гравировкой. Правда, о куполе специалисты не говорят. Здание пострадало от землетрясения. В наше время куполам в храмах уделяют особое внимание, и даже цвет имеет значение. Ксения Журавлева разбиралась в теме. Золотые, синие, серебряные и даже черные. Совсем как подарочные пряники. Редкие люди, заходя на службу или молебен, задумываются о маковке на храме. А между прочим, для священнослужителей важен и цвет купола, и его форма. В современной традиции зачастую куполами называют то, что может быть правильно или правильнее назвать главками. Вот те купола, которые венчают уже непосредственно вершины нашего храма и которые, в свою очередь, венчают кресты. То есть на куполах стоят кресты. Традиционно в русском храмостроительстве такие купола исполняются в форме луковицы. Вот они называются луковичными, но есть еще виды куполов в форме шлема. Сегодня купола не облицовывают золотом, но раньше металл растворяли в ртути, а затем полученную амальгаму наносили на горячий медный диск. Процесс золочения был очень дорогим и трудозатратным. Например, на покрытие купола Исаакиевского собора ушло 100 килограммов золота. Нередко голубые купола украшают звездами. Они символизируют Вифлеемскую звезду на чистых и непорочных небесах. В совокупности все это означает, что святыня посвящена Богородице, как пример часовня, открытая в Ленске в 2018 году. Бывают купола и пестрыми, как у храма Василия Блаженного в Москве. Красный, зеленый, белый, синий, желтый. Такое разнообразие означает небесный Иерусалим. Троицкие храмы традиционно имеют зеленые купола. Это цвет Святого Духа. Зеленый цвет, как и серебристый, можно увидеть на куполах храмов в честь святых. Реже встречаются красные. Такие главки имеют соборы в честь мучеников. И, наконец, черный цвет означает монашество. Важно и количество. Куполов может быть и 2, и 10. Все решают архитекторы. Но в христианской традиции за некоторыми числами хранится символическое значение. Если на нашем храме Святого Иннокентия их 5, а 5 значит Христос и 4 евангелиста. На Никольском храме у нас 3, это Святая Троица. Ну и, соответственно, часовня, где магазин «Колесо», там 1, но это Господу Богу посвящен. То есть количество куполов тоже имеет определенный смысл. Стоит принять во внимание, что речь идет о традициях, а не о правилах. Бывает, покрытие купола зависит от материальных возможностей прихода, а бывает и от климатических условий. Ксения Журавлева, Мария Флоренция, Олег Соснин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь на нашем канале.